Почему в Чебоксарах решили снести нестационарные объекты торговли, куда переселится с Арбата деревня мастеров? Эти и другие вопросы предприниматели столицы задали председателю комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолию Аксакову. Встреча прошла в торгово-промышленной палате республики. В торгово-промышленной палате Чувашии представители среднего и малого бизнеса республики начали собираться задолго до начала встречи. В зале настоящий ажиотаж, яблоку негде упасть. Бизнесменам есть что сказать, наболевших вопросов немало. Буквально недавно городская администрация приняла решение демонтировать больше 300 нестационарных торговых точек. В мэрии объяснили, киоски портят внешний вид столицы. У многих продавцов истек срок действия договора аренды. Кстати, Чебоксары не единственный город в стране, где власти очищают территорию от неприглядных ларьков. Но на этот счет у предпринимателей свое мнение. Причина нам непонятна. В любом случае теряют работу множество, более 1000, по нашим оценкам, человек, которые заняты на этих объектах торговли. Теряет доходы город в виде арендных платежей, в виде, платы за размещение стационарных торговых объектов. И, естественно, под ноль скашивается бизнес вот тех предпринимателей, которые вложили по миллиону, по два в эти свои павильоны, киоски. Анатолий Аксаков отметил, что в таких ситуациях органы власти и бизнесмены должны стремиться к конструктивному диалогу. Эта тема для российских городов не нова. И, конечно, в каждом случае должен быть индивидуальный подход. Для многих представителей бизнеса, которые на свои кровные, в соответствии с законом, решениями властей, построили объекты, кормили свои семьи, и оказывали услуги нашему населению, вдруг сталкиваются с такими решениями, то это и проблема, и социальная, и экономическая, и политическая. Поэтому мы будем очень внимательно смотреть на все обращения. Предпринимателей также волнует судьба чебоксарского Арбата, а именно сувенирные ларьки. Они стоят здесь много лет. Мы стоим на Арбате. Это единственная туристическая тропа. Мы первые встречаем туристов, которые нам очень рады. Мы стоим, мы никому не мешаем, возле деревьев. Нас ни с того ни с сего объявили, что нас будут убирать. Предприниматели говорят, городская администрация предлагает перенести деревню мастеров ближе к набережной Волги. Но с этим решением согласны далеко не все. Я считаю, что если эту деревню по частям будут переносить с одного места в разные места, просто деревня мастеров уже существовать не будет. Разговор бизнесменов с политиком получился откровенным. Предприниматели интересовались формами государственной поддержки и системы налогообложения. Анатолий Аксаков, в свою очередь, предложил встречаться в таком формате каждый месяц. Отчитаемся о том, что сделано по их предложениям. Расскажем о том, что делается на федеральном уровне вообще для развития экономики и бизнеса. И опять будем получать наказы и предложения со стороны предпринимателей для того, чтобы менять ситуацию к лучшему. Вероника Павлова, Александр Яковлев, Вести Чувашия.